Абдулло Гурбати за 2 недели до вынесения приговора под давлением дал признательные показания. Прошел первый судебный процесс над Завкибеком Саид Амини. В Таджикистане за 10 дней план армейского призыва выполнен на 50%. Известного бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева перевели из худжанской колонии в СИЗО города Душанбе. Иранские силовики устроили резню участников антиправительственных акций. Журналист Абдулло Гурбати за 2 недели до вынесения приговора под давлением дал признательные показания. Об этом сообщил радио Зоди осведомленный источник. Один из сотрудников Душанбинского СИЗО, который стал очевидцем видеосъемки, сообщил на условиях анонимности, что сотрудники милиции принудили Абдулло Гурбати раскаяться в содеянном перед видеокамерой. После того, как они обещали Гурбати освобождение в зале суда, журналист согласился давать признательные показания на видео. Сотрудники милиции сказали Гурбати, что телесюжет с его признательными показаниями и раскаянием будет показан по государственному телевидению, добавил источник. По словам сотрудника СИЗО, Гурбати перед видеокамерой попросил учесть его молодой возраст и вынести оправдательный приговор. Власти дело Гурбати не комментируют, а близкие журналиста сообщили, что им известно о его раскаянии. 4 октября суд района Шох-Мансур города Душанбе приговорил 26-летнего Абдулло Гурбати к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима. Судебный процесс прошел за закрытыми дверьми. Родных журналиста при вынесении приговора в зале суда не было. 11 октября в Душанбинском следственном изоляторе временного содержания за закрытыми дверьми прошел первый судебный процесс над Завкибеком Саид Амини, одним из 4 задержанных на охране таджикских журналистов. Ожидается, что первый суд над другим задержанным журналистом Абдусаттором Пирмухаммадзуда состоится завтра, 13 октября, тоже за закрытыми дверьми. Родственники Завкибека Саид Амини заявили, что на суде они не присутствовали, участвовал только адвокат журналиста. Почему суд проходил в закрытом режиме, ни судья, ни адвокат не объяснили. Родственники также сообщили, что второе заседание будет на следующей неделе, но точную дату им не назвали. Между тем, радио Зоди со ссылкой на родственников сообщает, что первое судебное заседание над 38-летним Завкибеком Саид Амини, которого власти обвиняют в сотрудничестве с запрещенной в стране партией Исламского возрождения и оппозиционным движением Группа 24, должно было состояться в суде столичного района Исмаила Сумони, но по неизвестным им причинам прошел в СИЗО за закрытыми дверями. По информации, полученной радио Зоди, на первом судебном заседании стороны ознакомились с материалами дела. В ходе дальнейшего судебного разбирательства будут вызваны 4 свидетеля, один из которых друг Завкибека, которого вызвали на допрос вместе с ним и арестовали. 3 другие – это сотрудники одного из госучреждений, сообщил собеседник на анонимных условиях. В Таджикистане по итогам первых 10 дней призывной кампании в ряды вооруженных сил страны план выполнен на 52%. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Республики Таджикистан. Отмечается, что в первый же день кампании, стартовавшей 1 октября, все районы Горно-Бадахшанской автономной области выполнили план, как и в предыдущие разы, на 100%. Также о выполнении плана по армейскому призыву уже отрапортовали военные комиссариаты районов Нурабод, Раш, Таджикабад, Сангвор, Лахш и города Гисар. На 100% призыв завершили военные комиссариаты района Дангара и Вахш. По районам республиканского подчинения план по армейскому призыву выполнен на 62%. В Хатлонской области этот показатель составил 51%. Отмечается, что по городу Душанбе призывной план выполнен на 48%, а в Сагдийской области на 38%. Напомним, что осенний призыв продлится до 30 ноября. В армию призываются граждане Республики Таджикистан 95-2004 годов рождения. 27-летнего блогера и известного бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, осужденного в мае к 8,5 годам заключения, доставили из худжанской колонии строгого режима в СИЗО города Душанбе, сообщили родственники осужденного. Причину этапирования они не знают. В Главном управлении исполнения уголовных наказаний Таджикистана также не комментируют ситуацию. Сабзат Танибекова, мать Чоршанбе Чоршанбиева, сообщила, что в СИЗО нет возможности для свиданий и передачи продуктов.
Иранские силовики блокировали административный центр западной провинции Курдистан, город Сананджан, и устроили там резню участников антиправительственных акций. Об этом сообщает издание «Гардиан» со ссылкой на очевидцев. Они закрыли город и убивают людей из огнестрельного оружия и с помощью бомб только потому, что они выступают за свободу, рассказала одна из участниц протестов, проживающая в Санандандже. Отметим, что в последние дни власти Ирана блокируют доступ в интернет, и из Исламской Республики поступает крайне скудная информация. Десятки городов по всей стране уже четвертую неделю каждый день проходят антиправительственные протесты.